Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Я рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Егор Чернев. Витаю вас. Здравствуйте. Российский МИД обвинил Киев в водной блокаде Крыма. Кремль спустя 6 лет, когда ситуация с водой на территории Крыма стала критической, вдруг вспомнил про правозащитные обязательства Киева. Давайте послушаем, что сказала представительница МИД России Мария Захарова, и продолжим. Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров. Следовательно, она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях. А тем временем оккупационные власти Крыма сообщили, что не могут подавать воду для жителей многоквартирных высотных домов в Симферополе из-за низкого давления. А значит, люди на верхних этажах воды не дождутся. Про все последние события в Крыму сейчас нам подробнее расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами сейчас на прямой связи, прямо из Ньюзрума. Рома, привет! Рассказывай, о чем вы планируете говорить в вечерних выпусках «Зама». Приветствую, Гульсум. Сразу скажу, что есть реакция украинской стороны на заявление российского МИДа. Украинская делегация на завершающем заседании 28-го форума ОБСЕ по экономике и окружающей среде напомнила, что Россия, как государство-оккупант, несет полную ответственность за доступ к пресной воде в аннексированном Крыму. Об этом в Твиттер сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. Это вот ответ на сообщение Захаровой о том, что Украина виновата в блокаде Крыма. Вместе с Захаровой ведь и оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов тоже призывает возбудить уголовные дела против организаторов блокады. Ну и о других крымских новостях. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на материке, реорганизована, и теперь она называется прокуратура АРК Севастополя. И с сегодняшнего дня она уже начала работу в обновленном формате, и, как отмечается, приоритеты деятельности прокуратуры не изменились. Еще одна сегодняшняя новость. Помощник народного депутата Мустафы Джемилева Шевкет Усманов назначен советником главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова на общественных началах. Об этом сообщил глава Меджлиса Рифат Чубаров. С 2004 года по 2014 Шевкет Усманов занимал должность депутата Судакского городского совета Крыма. Имеет экономическое образование, владеет украинским, крымско-татарским и турецким языками, сообщил Рифат Чубаров. И по его данным, Шевкет Усманов будет координировать работу по защите интересов граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Сегодня мы расскажем и о том, что сказали в своем последнем слове 8 крымских татар из так называемой второй бахчисарайской группы, которых безосновательно обвиняют в терроризме. 16 сентября оккупанты планируют огласить им так называемый приговор. Им грозит на всех 147 лет тюрьмы. И вот о том, станет ли это их слово последним, вы узнаете из нашего сюжета. Расскажем подробности еще одного так называемого суда уже против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Оккупанты обвинили его в незаконном пересечении государственной границы в мае 2014-го, тогда, когда Мустафа Джемилев из Херсонской области пытался проехать в Крым. В так называемом суде Армянска сегодня слушали свидетелей обвинения. И вот что сказали эти свидетели и совпадают ли их, вернее, дают ли они оккупантам какие-то факты против Мустафы Джемилева или наоборот. Вот такая интрига пусть остается, узнаете из нашего выпуска. У нас есть история о том, на какие ухищрения идут оккупанты, чтобы доставлять письма из оккупированного Крыма на материк. Такое письмо получил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Из оккупационного суда Армянска ему домой письмо доставила Укрпочта. Министерство иностранных дел Украины планирует создать свой санкционный список «Акт Сенцова»
по аналогии с актом Магнитского, для того, чтобы можно было наложить санкции на тех, кто нарушает права человека, украинских граждан в России, на Донбассе и в оккупированном Крыму. Об этом сообщил спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев. Конечно же, мы следим и за судьбой бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого нашли избитым 8 сентября. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Расскажем о его состоянии здоровья. Сегодня в Севастополе, в оккупированном, выбирают оккупационного губернатора города. Так называемые выборы начались сегодня и пройдут до воскресенья. В украинском МИДе есть реакция на это. Там заявили, что обратятся к своим международным партнерам с просьбой усилить санкции против России. Ну и, конечно же, будем говорить и о коронавирусе. Как уже неоднократно сегодня мы говорили, эта болезнь бьет антирекорды. Если только на материке более 3000 заболевших, то ситуация в Крыму не такая масштабная. Хотя мы не знаем точных данных, потому что оккупанты могут ее скрывать, искажать и не включать туда, например, заболевших силовиков. Мы не знаем подтвержденной этой информации, но вот по их данным, по данным оккупантов, там уже 70 случаев заболеваний, а так называемая вице-премьер оккупационного правительства Крыма Елена Романовская, у которой вчера был диагностирован ковид, госпитализирована в больницу. Ну вот такая картина дня у нас на сегодня складывается. Так что смотрите «Заман» в 21:00. Гульсом. Спасибо большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов с самыми последними новостями из временно оккупированного Крыма. Нами на прямой связи прямо из Ньюзрума. Роман рассказал о том, что на территории временно оккупированного Крыма действительно очень сложная складывается ситуация с водой. Как вы думаете, на что может пойти сегодня Кремль, на что может пойти Путин ради решения воды в Крыму? Ну, вот мы слышали о том, что вот эту вот извращенную логику, которую подает сейчас Кремль, о том, что Украина взяла на себя обязательства гуманитарные, не допустить гуманитарных катастроф. Вот у меня, знаете, сейчас складывается такое впечатление, что, простите за сленг, вот гопник, который украл у вас телефон, он у вас еще требует зарядку к нему, потому что он не может по нему позвонить. Да? Вот когда они в 2014 году просто о ослабленной Украины, которая в тот момент находилась в очень тяжелом состоянии, крали Крым, они не думали о том, что, как они его будут обеспечивать. И вот сейчас они, вот эти все, знаете, прения о том, что Украина должна, они должны обеспечивать то, что они забрали, условно, да, или возвращать. И я думаю, что подача воды в Крым возможна только в одном случае, когда Крым станет украинским. Он и есть украинский, да, когда он вернется под юрисдикцию уже фактическую Украины. Но они же, видите, сейчас оккупанты, извините, сейчас оккупанты хотят апеллировать тем, что вот в Крыму гуманитарная катастрофа. Вы знаете, там псевдоглава Крыма, экс-псевдоглава Крыма Наталья Поклонская даже обращалась в Организацию Объединенных Наций, на что получила оттуда ответ. Вот недавно пришел ответ и сказали, ответственность за Крым несет Украина и Россия. Вот как это понимать? И возможно ли такое, что ООН прекратит отвечать оккупантам? Ну, здесь вопрос к ООН, прекратит или нет. Но, например, тот же Сингапур, да, который мы очень часто вспоминаем, это тоже остров без своей воды. Они вот транспортировали айсберги когда-то. Вот, пожалуйста, пусть ищут варианты, каким образом обеспечить воду для крымчан. К сожалению, это катастрофа. Но это жители Крыма должны понимать, что это оккупационная политика, это следствие оккупационной политики. Никогда не было проблемы перебоев с водой у жителей Крыма, когда Крым был в составе Украины. Поэтому тут я думаю, что я уверен, что ООН и международные организации прекрасно понимают, в чем суть проблемы, и они будут находиться на нашей позиции все-таки. Скажите, сегодня в монобольшинстве консолидированная позиция относительно воды?
на территории временно оккупированного Крыма. Вот давайте просто поставим точку в этом вопросе, потому что мы же много раз слышали от представителей вашей фракции, в том числе от Арахамии слышали, от Камельчука слышали, даже от премьер-министра Шмыгаля с трибуны Верховной Рады Украины мы слышали некие тезисы. Сегодня какая позиция монобольшинства в вопросе воды? Я думаю, что абсолютное большинство в монобольшинстве все-таки не поддерживает подачу воды в Крым. Есть, возможно, отдельные представители, которые считают, возможно, по-другому. Вот вы там перечислили, да, но тот же и Арахамия, и Шмыгаль, и, ну, вот, не знаю, насчет Камельчука, они тут же опровергли, да, слухи о том, что вот они хотят или объяснились, что они имели в виду. Нашумевшее интервью экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Хотела с вами еще немного обсудить некоторые его тезисы, которые он озвучил. Он сказал, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что существует такая некая тайная договоренность о совместных уступках между Украиной и Российской Федерацией. Давайте послушаем, что он сказал. Что это за 13 пунктов, которые пообещал выполнить россиянам Андрей Ермак? Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. И там непонятно, есть 12-13 пунктов, то ли 12, то ли 13, не знаю. Но в это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли, вы нам воду в Крым. Мы вам пленных, вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $3 миллиарда по решению суда. А вы нам что-то. Это утопия? Это, конечно, это утопия. Но смотри, вот я точно знаю, в этом перелике подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. Так оно уже идет. Оно уже заканчивается. Остался один Аваков. Вы слушали это интервью? Слушал, но не до конца, потому что 4 часа времени, к сожалению, у меня нет возможности выделить для того, чтобы от начала до конца увидеть. Вот что скажете относительно вот этих вот договоренностей, о которой говорит Андрей Богдан, что есть вот некая такая тайная договоренность. Вы нам воду, мы вам то, мы вам 3 миллиарда там за газ, а вы нам это. Пленных отпустим, воду дадим. Я впервые пока слышу о возможности такой договоренности. И вот пока Андрей рассказывал о том, что может входить в эту договоренность, я себе представлял там и свою реакцию, и реакцию Верховной Рады, например. Да? Потому что, мне кажется, кроме того, что даже если там гипотетически существует эта договоренность, есть определенные красные линии, которые не будут... При всем желании Офиса президента Верховная Рада все-таки не даст перейти. Есть, опять-таки, это мы сейчас говорим очень гипотетически, да, мы не понимаем о том, что там есть эти договоренности и что в них есть, входит в эти договоренности. Но там вот та же вода в Крым, да, там те же какие-то уступки. Тут нужно понимать, что есть национальные интересы, которые не могут быть сданы ни за какие там договоренности. Плюс ко всему, мы понимаем, что есть договоренности с Российской Федерацией. Да, еще по очень четкому высказыванию, если не ошибаюсь, Бисмарка, о том, что они не стоят и бумаги, на которой они написаны. Поэтому все это настолько условная история, что даже если они соглашались на какие-то там договоренности, то выполнять их договоренности со стороны России я в это не верю. Вот, а со стороны Украины? Мы же шли на... Помните, когда должна была состояться первая встреча 4 лидеров в нормандском формате? Мы же шли на ультиматумы, которые ставила Россия в виде разведения войск на Донбассе, там, подписания формулы Штайнмайера и так далее. Я думаю, что мы будем, вот опять-таки, мы в парламенте очень
пристально смотрим за всеми шагами, которые касаются именно Крыма и Донбасса, потому что это очень чувствительная тема. И я знаю, что и в монобольшинстве, и в парламенте в целом есть достаточно людей, которые смогут не допустить сдачи национальных интересов и не допустить вот этого вот перехода красных линий, которые являются, собственно, такими базовыми. Потому что мы все понимаем, я думаю, что и офис президента на самом деле понимает о том, что мир любой ценой, он не нужен. Да? То есть мы все хотим мира, мы хотим, чтобы война закончилась, но не ценой сдачи суверенитета, сдачи каких-то, снова же таки, национальных интересов или торга за Крым, подачу воды в Крым и так далее. Поэтому есть они, нет, сложно сказать на самом деле, но я же говорю, все наши, с нашей стороны отслеживаются все шаги вот в этих вот чувствительных темах. Даже если этого не было, зачем это нужно Богдану? Ну, тут мне сложно комментировать его. Он сейчас отстраненный от власти политик, который был, ну, не вторым, ну, и, наверное, не третьим человеком, да, как он там сам о себе говорит, в стране. И мотивы его мне неизвестны. Но, возможно, это провокация. Возможно, это в чем-то есть доля правды. Чтобы, опять-таки, заронить вот у нас с вами, да, там обсуждение было, не было, и если есть, то что там прописано, то какая может быть цена договоренности и так далее. Ну вот как-то так. А какая ваша личная позиция? С Путиным можно договориться о чем-либо? И нужно ли? Ну, знаете, с Шулером сложно договариваться, да? То есть для того, чтобы произвести какое-то впечатление на своих западных партнеров, Путин может о чем-то договориться, но будет ли это сдержано обещание? Вот тут у меня большие сомнения. Потому что уже неоднократно договаривались по вопросам Донбасса там, и о прекращении огня. Сколько у нас уже было? Вот сейчас перемирие как-то более-менее держится. Но провокации все равно продолжаются с той стороны. И рассказывают, что это провокации там, террористов, так называемых ЛДНР, которые вроде как не подконтрольны. Ну, здесь... Ну, понятно. Но перемирие держалось 42 дня, а уже как второй день перемирие нарушено, и огонь не прекращается. Я хочу обсудить с вами следующую новость. Усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе из-за милитаризации Крыма. К этому Альянс призвала первая заместительница иностранных дел Украины Мине Джепара. И вот что она написала на своей странице Twitter. Давайте послушаем. Взяла участь у дискусії про майбутнє Альянсу НАТО-2030. Безпека України і НАТО неподільні, а зміцнення співпраці в регіоні Чорного та Азовського морів – наш спільний пріоритет. Закликала посилити присутність Альянсу в регіоні в контексті мілітаризації Криму. Вы являетесь постоянным представителем парламентской ассамблеи НАТО от украинской делегации. Главой делегации, да. Да. Скажите, может ли действительно НАТО откликнуться на призывы украинской стороны и усилить свое присутствие в Черноморском регионе из-за милитаризации? Может. Более того, это в повестке дня. Более того, это та точка, где наши интересы абсолютно сходятся с странами НАТО. То есть в приоритетах взаимодействия с Украиной это безопасность, там два ключевых пункта. Безопасность в Черноморско-Азовском регионе и противодействие гибридным войнам. Потому что мы имеем опыт в ведении и отражении кибератак, и ведении гибридных войн. Так вот, и в принципе со стороны НАТО там есть несколько векторов взаимодействия, в том числе там трастовые фонды, так называемые, через которые идет финансирование разных программ. Одна из этих программ — это как раз-таки вот это вот усиление
безопасности в Черноморском регионе, здесь сходятся в Черном море сходятся интересы сразу нескольких государств. Конечно же, Россия думает, что считает Черное море своим морем, Турция, в свою очередь, своим морем. Ну, понятно. Но фактически это тоже там море стран НАТО. И, конечно, они обеспокоены милитаризацией на сегодняшний день этого региона. А когда мы можем увидеть усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе? Ну, Но если сейчас стоит этот вопрос на серьезном марше, насколько я понимаю, или нет? здесь вопрос, опять-таки, последовательности действий. Это не означает, что завтра сюда придут, в Черное море линкоры придут, да? Но взаимодействие, допустим, операционное, оперативное взаимодействие между нашими военно-морскими базами, там, в той же Одессе. Вот не было бы коронавируса, тоже должны были пройти еще там, осенью, не осенью, вот в этом уже году, этой осенью должны были пройти совместные учения дополнительные. Это обучение наших офицеров морских по стандартам НАТО. Это обмен данными, в том числе вот эта вот новая программа, к которой мы присоединились, EOP, Enhanced Opportunity Program, или Partnership. То есть это программа расширенных возможностей. Она предполагает взаимодействие более глубокое с НАТО, в том числе и вот по вопросам Черноморского региона. Когда нас примут в НАТО? Хороший вопрос. Мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. Но мы также понимаем, что нам нужно сделать достаточно много домашнего задания для того, чтобы рассмотрели нашу заявку. Тут ведь, смотрите, какая коллизия происходит. Мы получили, скажем так, согласовали между надання статусу, да, Предоставление статуса. Да, предоставление статуса, предоставление вот этого вот ПДЧ, плана действий, еще в 2008 году. Да. Но опустили это на уровень министров иностранных дел государств НАТО. А решение на уровне министров не было принято. И вот с того времени оно тянется. Но при этом нам дали, с нами разработали так называемые годовые национальные программы. Фактически это выполнение вот этого самого плана действий по членству в НАТО. Но юридически мы должны получить этот вот ПДЧ. Поэтому наша стратегия сейчас выполнять вот эти вот годовые программы для того, чтобы срок между получением ПДЧ и получением членства был минимальным. То есть фактически формально получить ПДЧ и сразу же получить членство. Я думаю, что мы можем справиться за ближайшие 5-7 лет. Давайте к следующей теме с вами перейдем, не менее важной. Перейдем к Донбассу. Крым мы с вами уже обсудили. Давайте обсудим еще Донбасс. На Донбассе сепаратисты трижды нарушили режим перемирия. Враг, среди прочего, стрелял по позициям наших войск недалеко от Шумов. Там должна была пройти совместная с террористами и представителями ОБСЕ инспекция. Украинская сторона ее вчера отменила, как известно. И вот, как рассказали ВОС, боевики так называемые ДНР собирались проводить инспекцию украинских позиций с флагом своего фейкового государства. Давайте послушаем. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь на провокативні обстріли противника не відкривали. Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Василь Піддубний, ветеран російсько-української війни, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Виталий. Для начала хотела услышать вашу позицию, ваше мнение относительно вот этой инспекции, которую вчера отменили. Что вы думаете, что это было вообще? Взагалі це чистий води фарс, тому що навіть російська сторона не збиралася дійсно проводити інспекцію. Головна ціль цього всього заходу – це було показати позицію сторони сепаратистів. Як ви знаєте, було попередження від так званого голови ДНР про те, що 7 числа в понеділок почнуться обстріли Шумів з причини того, що
там немов би наші морпіхи облаштовують позиції. Таким чином було домовлено про цю інспекцію. І що найцікавіше, що дійсно інспекція не збиралася бути проведена, тому що, як ви знаєте, навіть той вплив ветеранських сил показав те, що Україна не сприймає, патріотична Україна не сприймає ніяких таких дій, які направлені на приниження взагалі і ЗСУ, і нас, як захисників України, патріотів. І ось позицію свою вчора було висловлено, нашу спільну. Але чи впливало саме це на рішення про відміну інспекції? Ну, така 50 на 50%, тому що російська сторона вчора вже з вечора і сьогодні, вчора так, в понеділок, вибачте, заплутався в датах, значить, на час проведення інспекції російська сторона почала висовувати такі вимоги, які взагалі неприйнятні. Спочатку була домовленість про інспекцію шумів. Наша сторона пішла на зустріч для того, щоб якось не продовжити цю конфліктну ситуацію. Але коли вже було домовлено, російська сторона почала висовувати нові вимоги про інспекцію інших об'єктів, про фотографування наших позицій і інші неприйнятні взагалі дії. І нарешті о 14-й годині мала відбутися ця інспекція. Вона не відбулася, росіяни відмовилися, і зараз сайти ДНР, ЛНР гудять тим, що українці, саме наша сторона, зірвала це перемир'я, зриває перемир'я, відмовляючись від інспектування наших позицій. Хоча нам чудово відомо, що інспектування мусило би проводитися в обидва боки, так, тому що наші безпілотники також фіксували раніше, і зараз ОБСЄ фіксує порушення росіянами цих самих домовленостей, і так само росіяни на 4 позиціях в Донецькій і Луганських областях, порушуючи умови перемир'я, облаштовують інженерні позиції. Дуже дякую вам. Василь Піддубний, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ну, а тем временем ситуацию на Донбассе Владимир Зеленский по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она заверила, что Германия продолжит делать все, чтобы достичь прогресса в мирном процессе. И как сообщил сегодня офис президента, руководитель офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин, где начались переговоры стран-участниц нормандского формата на уровне политических советников. Давайте послушаем. Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів нормандської четвірки в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції. Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн нормандського формату. Как вы считаете, услышим ли мы, увидим ли мы каких-то конкретных уже результатов от встречи советников нормандской четверки? Что мы можем увидеть по результату? Ну, встреча советников – это все-таки подготовительная встреча к основной встрече лидеров нормандской четверки. Тут мы можем увидеть только повестку дня, которая будет рассматриваться на основной встрече. Задача наша сейчас все-таки усадить за стол как можно скорее нормандскую четверку, потому что вот мы видим, что всеми способами пытается там, срывом через срыв перемирия российская сторона все-таки не садится за этот стол переговоров. Потому что понимаю, что нужно идти дальше. А дальше я считаю, что у российской стороны нет задачи стабилизировать ситуацию. А если даже идти дальше, куда идти дальше? Что делать? Какой выход из этой ситуации? Ну, смотрите, в парижском коммюнике было прописано конкретные позиции, что нужно сделать. Да, которые там, не выполнены. Которые не выполнены, которые нужно все-таки заставить российскую сторону выполнить. И мы понимаем, что единственный рычаг давления – это фактически международные партнеры и санкции, которые там на сегодняшний день есть. Путин усугубляет свою ситуацию еще и внутриполитическими своими действиями, например, там, отравлением Навального. Да? И, конечно же, здесь мы должны
сохранять достаточно жесткую политику по отношению к выполнению Российской Федерации всех пунктов и коммюнике, и дальнейших пунктов Минских соглашений. Отдельно по Минским соглашениям. Здесь очень важно понимать, что наша позиция по отношению к выборам и контролю над границей, она однозначна. Вначале контроль над границей, потом выборы. Это сейчас краеугольный камень, который, я думаю, что будет как раз-таки вынесен на встречу в нормандском формате лидеров этой четверки. И наша задача как раз-таки додавить на то, что вначале контроль над границей, демилитаризация зоны всей, и только потом проведение выборов. На обратной последовательности. Россия хочет все наоборот. Абсолютно верно. Россия настаивает на сегодняшний день на обратной последовательности этих действий. Давайте подключим к нашей беседе вашего коллегу, только из другой фракции. Фракция «Голос» с нами на прямой связи. Ярослав Юрчишин. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, сегодня состоялась и идет сейчас встреча советников лидеров нормандской четверки. Каковы ваши ожидания? Насправді, зважаючи на те, що були буквально недавно обстріли з російської сторони, в залежності від міцності і категоричності української позиції, можливо, як крок вперед, так і насправді просто обмін люб'язностями, тобто відсутність результату як такого. Насправді дуже важливо демонструвати правоту української позиції, бо не ми порушили перемир'я, не ми зірвали дискусійне навіть спільну перевірку наших позицій. Росія дуже чітко демонструє, що вона не готова взагалі вести будь-який цивілізований діалог, хоча навіть сам цивілізований діалог з країною-окупантом – це, напевно, досить таке дискусійне питання. Чітка українська позиція, дотримання, власне, українського інтересу, це надзвичайно важливо в нормандському форматі. Дуже важливо демонструвати те, що країна-окупант зриває будь-які можливості для цивілізованого діалогу. І дуже важливо наголошувати на те, що і процес обміну заручниками зірвався, і взагалі питання прав людини на окупованих територіях в Криму є надзвичайно важливе. Це чутливе питання для наших європейських партнерів. Ми знаємо, що санкції набагато жорсткіші, прив'язані, власне, до окупації Криму. І це дуже важливо, щоб воно було присутнє в дискусії. Росія максимально намагається винести Крим за дужки цих переговорів. Сила української позиції в тому, що немає різниці між окупованими територіями, незалежно від їхнього рівня номінальної та показової интеграции в Российскую Федерацию. Давайте с вами сейчас обсудим еще одну новость. В офисе президента прокомментировали интервью своего бывшего коллеги Андрея Богдана. Так, о срыве операции вагнеровцев там заявили. Богдан не обладает инсайдом. Давайте послушаем, что рассказал бывший глава офиса относительно ситуации с вагнеровцами, и продолжим нашу дискуссию. То есть спецслужбы Украины, Главное управление военной разведки под руководством Бурбы готовило спецоперацию по выманиванию вагнеровцев вместе с американцами. Их должны были усадить в самолет в Минске, повезти якобы в Стамбул, а по дороге самолет должен был приземлиться в Украине. Среди этих вагнеровцев были 2 человека, участвовавшие в сбитии Боинга Там в небе все над были Донбассом. редкие персонажи. Насколько я слышал, опять же, я могу ошибаться. Там действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонаж. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили там реальные деньги. Они реально там охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то там сказка. Кто-то, если оттуда вот проверял, так а вы там, мы тут, вы работаете, да, зарплату получаем, все. Вот как. И дальше на второй стадии уже выбирались. И смотри, этой операции больше года. Она была суперсекретна и суперсерьезна.
Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Кто это? Это я тебе... Это расскажет там прокурор в этом деле. Очень скоро. То есть человек набрал кого-то и рассказал об этой спецоперации. Ну, слов я не знаю, но мы восстановим. Я знаю, что был звонок. Это Я знаю, всплывет кто звонил, и знаю, куда звонил. И кому. человек из ближайшего окружения президента. Самого ближайшего. Звонил русским. Я этого не говорил. Нет. Это всплывет все? Когда-то обязательно. Фракция «Голос» с Европейской солидарностью инициировали создание Временной следственной комиссии по расследованию дела вагнеровцев. Вот скажите, у вас, Ярослав, есть основания верить Андрею Богдану, который сейчас сказал, что звонок какой-то все-таки был? Функція як парламентарів не вірити чи не вірити, а перевірити, проконтролювати. Якщо такого дзвінка не буде, то потрібно поставити крапку і зрозуміти, що це все інформаційні маніпуляції. Якщо такий дзвінок був, то ті люди, які зірвали таку операцію, мають понести питання. Чи ми можемо зараз стверджувати, чи одне, чи інше? Ні. Ми зараз маємо тільки інсайдерську інформацію від, власне, колишніх працівників Офісу президента чи засобів масової інформації, але за законодавством України навіть в засобах масової інформації достатньо повідомлення, щоб починати розслідування. І в даному випадку за логікою ми, власне, мій колега Роман Костенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії, щоб поставити крапки над «і». Суспільство має довіряти власній владі. І це величезний виклик для України. Тобто влада має бути підзвітна суспільству. Якщо цей інцидент мав місце, винні мають понести відповідальність. Якщо він не мав місце, то нема чого приховувати. Я дуже сподіваюся, що колеги зі «Слуги народу» направлять представників в цю комісію, ми оперативно розберемося і взагалі закінчимо дискусії на цю тему. Егор, как вы считаете, нужна ли Временная следственная комиссия? Вот ваше видение. Я думаю, что должно быть расследование, на самом деле, потому что действительно, как говорит мой коллега, должны быть расставлены точки над «и». Да? Это резонансный вопрос. Если подтверждается версия Офиса президента о том, что ничего не было и это совпадение, это вопрос снимается. Да? Если подтверждается все-таки версия о том, что была слита информация, то виновные должны понести наказание. А вы допускаете такой вариант, что с Офиса президента могла быть слита вот такая вот информация? Я допускаю любой вариант, на самом деле, потому что сегодня есть достаточно много разной, очень противоречивой информации, в том числе и разные версии, почему это могло быть. Да? Одна из версий, что это был не то чтобы преднамеренный слив информации, там же был какая-то, насколько я понимаю, должны были быть переговоры, и вот из-за того, что решили отложить эти переговоры, просочилась эта информация, и таким образом был срыв. Но, опять-таки, это не умаляет ответственности за подобные действия. Да? То есть результат такой, какой есть на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что компетентные органы должны разобраться, выяснить и уже тогда поставить. Ярослав, а вы как считаете, реально ли такое, что с Офиса президента мог быть слив какой-то информации, если все же такая спецоперация була, имела місце бути? Я на зараз не буду давати оцінок, які ґрунтуються лише на неповній інформації, бо це буде політизація процесу. Чи важливо, щоб суспільство дізналося правду? Так. Чи потрібно зараз оголошувати когось зрадником, передбачати, що з Офісу президента могла вийти інформація, могла бути інформація на будь-якому етапі. Тому що люди є люди. Ми розуміємо, кошти Росія вкладає проти України. Ми розуміємо, що в принципі контролювати можна існуючі ситуації багатьох.
Але чи ми маємо 100% докази того, що це відбулося на даний момент? Єдине, чому не включить парламент, я не до кінця, що правоохоронні системи, які в Україні, на жаль, можуть похвалитися політичною незалежністю, фактично розслідувати цей інцидент без зовнішнього контролю. Ми, як парламентарі, з його нашими колегами по парламенту, маємо функції парламентського контролю. Якщо до цього моменту не почалось розслідування, а воно, на жаль, не розпочалося, ми маємо допомогти правоохоронним органам його таки провести. І якщо був факт витоку, зрозуміти, де він був. Ланцюг достатньо довгий. Тобто в даному випадку, чи це Офіс президента, чи виконавці, тут питання відкрите. Якщо витоку не було, поставити крапку і сказати, колеги, це інсинуація тих чи інших там політичних гравців для того, щоб собі набити бали, або для того, щоб внести певну, скажімо, непорозуміння в українське суспільство. Що найголовніше – це провести розслідування і дати відповіді на питання. Питання надто чутливе, питання національної безпеки, питання відповідальності людей, які вчиняли злочини проти людства, які вбивали українських громадян і не лише українських громадян. Тому ми маємо виконати свою функцію. Я сподіваюся, що на наступному тижні ТСК буде створене і тимчасова слідча комісія, і що найближчим часом максимально оперативно, а будь-які розслідувальні ініціативи, зокрема і парламентські розслідувальні ініціативи, дають результат лише в тому випадку, коли вони створюються і працюють в найближчий до скоєння злочину час. Тому дуже важливо тут не втратити цю оперативність. Ми, на жаль, вже і так втратили. Ми могли почати роботу ще минулого тижня, але в нас були нібито набагато пріоритетніші речі, хоча якщо проаналізувати порядок денний минулого тижня, ні засудження дій влади в Білорусі, ні створення ТСК. Насправді нічого чутливого не вдалося відреагувати. Я дуже сподіваюся, що наступний парламентський тиждень, пленарний тиждень ми не витратимо впусту. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Ярослав упомянул про Беларусь. Я предлагаю вам продолжить эту тему и обсудить с вами подробнее то, что там происходит. Учитывая, что Сейм Литвы впервые признал оппозиционерку Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси и призвали мир также поддержать требования Тихановской и Координационного совета провести новые выборы президента и парламента. Тем временем сама Светлана Тихановская в интервью польскому изданию заявила, что не хотела бы, чтобы Россия или другая страна вмешивались во внутренние дела ее страны. Предлагаю послушать ее. Нам потрібно вийти з політичної кризи. Пізніше ми побачимо, яким шляхом піти – російським чи європейським. Можливо, ми оберемо свій. Зрештою, ми не повинні дотримуватися виключно Росії і дивитись виключно на Європу. Не думаю, що білоруси мають щось проти Європи. Вони бачать, що це демократичні країни та високий рівень життя. Але ми також розуміємо, що Росія для нас також є доброзичливою країною, це дружня нація. Ми хочемо жити дружбою з усіма. Как действительно Украина должна сегодня реагировать на события в Беларуси? И вот Сейм Литвы призывает другие страны также поддержать Тихановскую. Украина должна поддержать, как вы считаете? Как мы в данной ситуации, наша позиция какая должна быть? Сложный вопрос на самом деле, потому что вот вы видели только что позицию самой Тихановской, да, она пытается выдержать такой баланс между Россией и Украиной. Россией и Европой. Мы прошли все 90-е годы, на самом деле, вот в таком балансе, если вы помните, как раз-таки лавируя, Кучма, это был его конек, лавировать между Россией и Европой. И, на мой взгляд, ничего хорошего от этого не произошло. То есть мы бы могли намного раньше начать вот именно европейскую интеграцию, европейские ценности, что ли, там разделять, да, и вообще в Европейский Союз идти экономическим путем в том числе. Я понимаю ее опасения сейчас, почему, чем продиктована такая позиция, потому что все-таки
Беларусь очень зависима от Российской Федерации на сегодняшний день, и разорвать эту связь достаточно сложно им, и в том числе мы понимаем, что Лукашенко ведь тоже не очень угодный для Российской Федерации, для Путина. Он не очень удобный, скажем так. Да, но при этом Путин ему почему-то помогает. Пока помогает. Пока помогает. И вот тут у меня тоже большие опасения с точки зрения работы ФСБ с оппозицией. С оппозицией в том числе вот той сейчас, которая есть в Беларуси, да, потому что, чтобы не получилось ситуации, похожей, ну, не будем называть другие страны там, бывшего Советского Союза, да, но тем не менее такие прецеденты есть, когда, в общем-то, очень пророссийские оппозиционные силы. Сейчас, вот, кстати, по поводу вообще лидеров, да, лидеров протеста, да, вот Мария Колесникова, последняя, да, там Максим Знак, ее действия. Мне кажется, что вот не хватает вот этого вот действительно лидерства в этих протестах, действительно сильной позиции, и вот мне кажется, как раз-таки действия Колесникова, они более говорят о лидерстве на сегодняшний день. Дмитро Левось, політолог, міжнародник з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Да, доброго дня. Добрый день. Вот у нас буквально 3 минутки. У меня к вам 2 вопроса. В понедельник должна состояться встреча президента Беларуси, временно исполняющего обязанности президента Лукашенко, и президента РФ Путина. Чем это все закончится и реален ли аншлюз Беларуси? Ну, воно вже, можна сказати, що певним чином закінчилось. Білорусь втратила, Лукашенко однозначно втрачає свою суб'єктність, це вже помітно. Ті речі, які він там говорив про те, як грався нібито в самостійність свою протягом там з 2014 року, там коли дозволяв, там не переставали бити за червоно-білий прапор. Все закінчилося. Він уже говорить про те, що він воює за Російську Федерацію. Аншлюса, я думаю, як такого там у вигляді окупації поки що після понеділку не буде, да, або там приєднання. Але те, що після цієї зустрічі однозначно можуть піти процеси формального цього приєднання Білорусі в рамках союзної держави, так, це може статися. Може статися знову ж таки і просто більше таке, ну як, більша інтеграція Білорусі. Так, це просто тепер уже маневру у Лукашенка не залишилося. Я, до речі, з паном Єгором згоден з тим, що він не зовсім зручний для Кремля наразі певним чином, тому що, ну, оскільки є можливість і зараз і апетит у Кремля встановити якогось ще більш такого керівника, який би влаштовував їх, да, і тут це однозначно. І тут тому тут, до речі, із приводу пані Колєснікової я би був набагато більш обережний. Якраз от знову ж таки погоджуюся з паном Чернєвим з приводу того, що тут вплив російського ФСБ на лідерів опозиції в Білорусі, так, він існує. Якщо люди, які втекли от із цього координаційної цієї ради, вони навіть тут в Києві примудряються говорити про те, що не все так однозначно з Кримом, як перед цим пан Цепкало також говорив там подібні речі, то про що йдеться? Так, тут Лукашенко дещо незручний. Поки що він їх влаштовує, тому що він втратив суб'єктність, втратив легітимність для населення Білорусі, втратив легітимність для світу. І більше того, Москва багато чого зробила для того, аби ця втрата легітимності відбулася. Через своїх таких діячів, як на кшталт
пана Жириновського. Політолог міжнародник був з нами на прямому зв'язку. Спасибо. Извините, пожалуйста, я вынуждена была вас прервать. Закончилось эфирное время. Спасибо. Эксперт-международник Дмитро Левусь был гостем включался к нам, а гостем нашей студии был Єгор Чернєв, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Дуже дякую вам. Дякую вам. А я с вами прощаюсь, к сожалению, буквально через пару минут. Смотрите Прайм Муждабаев Коршкенч.